когда аэропорт построили, за аэропортом, ну, имеется в виду от города, был сделан маленький городок для летчиков. Я родился в семье летчика. Вот. И вот в 60-е годы, вот в 63-м я родился, а мы в 64-м переехали как раз в этот городок, построен для летчиков. И он, там была очень, как бы, такая интересная штука, там были такие деревянные дома, двухэтажные, отапливаемые печками, без канализации. Я вот всю жизнь прожил без канализации, то есть это были ямы выгребные. Вот. И вокруг нас стояли частные дома. То есть вокруг нас вообще не было деревянных домов с квартирами. Наши были вот таким пятачком. И от нас ровно шла прямо из вот нашего вот этого маленького райончика дорога прямо к взлетно-посадочной полосе. То есть тогда же не было забора совсем. Я вот помню отлично, не было забора. Люди ходили на работу. Да, у нас, вот я помню отлично, что мы с мамой ходили на работу через взлетно-посадочную полосу. Мы вот шли прямо по этой асфальтированной дороге, по которой шла прям, выходили на взлетно-посадочную полосу, пересекали ее и шли по другой асфальтированной дороге, значит, прямо в аэропорт. А как же самолеты там? А как-то это вот, ну, нормально считалось. Вообще, я вот помню, потому что мама моя в аэропорту работала, значит, все время диспетчером. И я отлично помню, что вот, например, в 60-е и даже в 70-е годы, ну вот в конце 60-х, вот это вот еще такие детские воспоминания, что мы проходили провожать прямо к самолету. Все прямо к самолету подходили. То есть вот я помню, у меня из головы даже вот, что свадьба подводит этих самых жениха и невесту и сажают прямо вся гурьбой, прямо на поле, гармошка играет, все. То есть никаких заборов, ничего. Это потом уже, я помню, появились такие низенькие заборчики, которые ставили. Вот чтобы отделить, и говорили, нет, на поле заходит тот, кто садится на самолет, а остальные все. При том, что самолеты были винтовые. То есть, как бы, такая опасная вещь. В то же время еще огромное количество рейсов было. Была же малая авиация. Да, постоянно да. Значит, много ан-2-шек летало, очень много. Я помню, мы как-то с мамой шли. Это она не на работу шла, а мы шли, чтобы лететь куда-то, то ли в Ленинград на каникулы мы летели, то ли в Сочи летели на каникулы. Мы вообще мелкие были, нам лет, наверное, 7-8 с братом мы были, она вела нас. И мы идем, и вот эти ряды ан-2-шек, и вот мы прямо идем мимо них в аэропорт. И там в аэропорту уже садимся на рейс. И все это, говорю, это все ходили свободно. То есть заборов не было. Все эти дороги абсолютно свободны. Неужели не было никаких несчастных случаев, ничего подобного? Ну вот я не помню, чтобы у нас было, но потом мама говорила, что были несчастные случаи. То есть я такого не помню. Просто по рассказам мамы о том, что у нас одного человека, он по пьяни просто, он стоял пьяненький, вот, и, кстати, отошел в сторону и под винт попал, погиб. И вот после этих случаев стали отделять. После этих случаев стали как-то, так сказать, вот возникать такие преграды. И уже совсем там в конце 70-х начал появляться забор, на нем появилось КПП. Но самое интересное, оно всех пропускало. То есть я помню, что уже там вот в 70-м году мы с мамой уже, ну как более-менее, там сколько нам, 15 лет, наверное, мы идем тоже зачем-то в аэропорт и через КПП свободно проходим. То есть мама говорит, я с сыновьями прохожу, и все. И мы все равно свободны. А потом все, это остановилось. Вот это вот прекратилось, все, там очень строго стало. Вот. И я помню, что мама начала даже ездить на работу вокруг. Через Савино, вот это вот. Как сейчас. Да, как сейчас. То есть через аэропорт уже не пускали, все. А так как жил я возле аэропорта, потому что этот аэрогородок же, он же рядышком был, мы очень быстро как бы привыкли к шуму, круглую ночь, самолеты, а мама работала и в ночные смены. И иногда там в связи с чем-то брала нас на работу. Я помню, что у нее на работе ночевал. Господи, это вот у нее постоянный поток, постоянный, всю ночь самолеты летают, весь день самолеты летают, куча рейсов ночью, куча рейсов днем. Но была одна большая проблема, билетов невозможно было достать. Это я помню, это дефицит страшнейший. И люди, даже летевшие на похороны, вот они стояли, прижавшись, ждали, когда им дадут место, вот они держали свои телеграммы, что вот надо, и это вот целая толпа стоит, ждет, вот вдруг место появится. То есть
мест не хватало. Куча народу, дешевые билеты. Единственное, что могло не хватить мест. Я помню, что я как-то летел, это был где-то уже начало 80-х. Я летел куда-то на юг по делам, и меня мама, в конце концов, поняв, что меня никуда не запихать, запихнула меня в пассажирское отделение. И я, не пассажирское, это грузовое, я в грузовом летел. Вот, меня эти стюардессы провели, посадили, ну, как бы, билет мне купили, но так как мест не было, они все ждали, что кто-то не придет. Не пришел, он сказал, ладно, а мне очень надо было попасть, и меня запихнули, и я сидел там на этом самом, на вещах, так сказать, было холодно, я в куртке так сидел, вот, прилетел на юг, и там жара такая вот. Но это вот как бы летание постоянно, ну, в том, что это было такой вал, большой вал, и действительно Сыктывкарский аэропорт это было битком набит людьми. То есть сейчас вот это вот такая просторность, а тут битком просто толпы людей, стоящие за билетами, люди летящие, огромные очереди, все это. Можно было заказать у летчиков что-нибудь привезти. И они могли привезти цветы, могли привезти, вот что меня очень как бы поражало в то время, сосиски привезти. Не было сосисок в Сыктывкаре, а в Москве, в Питере были, они шли в магазин, покупали и везли просто вот пакетами сосиски, вот, колбасу везли, я помню, да, шоколад везли, то есть летчикам заказывали, специально люди летали, вот такого я не помню, чтобы люди... То, что возили, значит, всякие наши южные народы к нам цветы самолетами, это да. Вот перед 8 марта просто самолеты забивались, и эти самые ребята с юга везли вот эти пакеты с цветами, это вот на продажу, коробки с цветами. Вот они обыкновенными пассажирами садились и сдавали в груз вот эти коробки, набитые гвоздиками, потому что здесь они их продадут быстренько. И самолетом они сюда прилетают, так сказать, торгуют здесь, и, видимо, это какое-то обогащение. Это да, это такое есть. Перед 8 марта это был такой поток огромный.